Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваша учительница Талжан. И мы продолжаем наш выпуск и на тему вопросительное предложение. Как можно сказать, как можно спросить, мой ли это карандаш, или это его карандаш, это твой карандаш и так далее. Итак, давайте начнем с первого лица. Чтобы образовать вопросительное предложение или отрицательное предложение, мы для начала образуем утвердительное предложение. Правильно? Правильно. Итак, нужно для начала сказать «мой карандаш». Вы это уже знаете. Менің карандашым. Теперь, чтобы из этого предложения сделать вопросительное предложение, добавляем что? Добавляем вопросительную частичку. Кто смотрел мои предыдущие видео, это уже знает. Итак, вопросительная частичка ба. И получается менің карандашым ба. А звучит, когда быстро разговариваем, звучит менің карандашым ба. И на этом мы закончили предложение вопросительное. Итак, давайте перейдем на второе лицо, точно по такой же логике. Сперва мы говорим твой карандаш, а твой карандаш будет сенің карандашың. Теперь в конце добавляем частичку. Какую? Правильно, молодцы. Добавляем опять то же самое, ба. И получается сенің карандашың ба. Твой ли это карандаш? Вторая вежливая форма. Вспомните, как будет ваш карандаш. Ваш карандаш. Не сіз, не сіздер, сіздің. Сіздің карандашыңыз. И добавляем опять же вопросительную частичку. И получается сіздің карандашыңыз ба. Все, молодцы. И что у нас получается в третьем лице? Это его карандаш, нужно спросить. Сперва говорим утвердительное. Оның карандашы. И в конце вопросительная частичка уже нет. Уже не ба. Мы уже добавляем ма. Оның карандашы ма. Вопрос, почему не ба, это мы разберем чуть позже. Но пока что на этом мы закончим наше видео. И что у нас получается? Давайте посмотрим. Первое лицо. Это мой ли карандаш? Менің карандашым ба. Второе лицо. Твой карандаш. Сенің карандашың ба. Ваш карандаш. Сіздің карандашыңыз ба. И третье лицо. Его ли карандаш? Оның карандашы ма. Спасибо за внимание. До новых встреч.